Ну, короче говоря, вот эти все собрались с этими Мурадом, Салтан Муратом, все чеченцы, эти все и идут, да, сжигают. И на том приступе взяли они 10 пушек, в том числе 7 медных, 3 чугунных, и того бою было до четвертого часу дня. Это я как-то по-дурацки читаю, так что не обессудьте. Это старорусский какой-то язык. Это дебильные слова вообще. Не могу понять. Город оказался в руках Мурада и его сторонников. Остатки гарнизона во главе с воеводой Вильяминовым укрылись в цитадели Кремля. К святому султану явился черкесский князь Дивей Мурза со своими уздениями и, поклоняясь, целовал его в полу, стал ему говорить, что ему от его воинских людей, от мичкисов и черкасов, чинится великое разорение и грабеж. Мурат отдал приказ не разорять их, бусурманские слободы, и призвал к себе чеченского бея, приказал ему, чтобы поставить у них на дворах караул, чтобы они никуда не ушли. На четвертый день осады Терского Кремля к нему явились Андреевской деревни владелец Чапан Шавкал и аксайский владелец Салтамакут Бей, которые провели 400 конников и пехоту. Среди приверженцев Мурат султана также был Брагунский бей Султанбек. Да, еще добавлю, почему я это читаю. Как раз я не знаю, допустим, да, может и вы не знаете, не знаю, да, вот именно процессы, которые они шли, какие-то движения они делали там, это нас тоже, это предстоит нам тоже. И который я вам всегда говорил, какими-то зигзагами через Куандык, через Башкортостан, Татарстан, мы пойдем, как говорится, долбить Кремль Москвы. Вот что-то в этом роде, понимаете? И тут то же самое. Тут то же самое. Они, видите, со стороны Крыма, со стороны Чечни, Кавказа, они входили в этот чертовый московские земли, узкожопые земли. Вот куда-то они вот шли, непонятные названия старые, но мы сейчас будем понимать, где это вообще, эти, что за названия какие-то странные. И вот поэтому мы должны брать это тоже в толк, почему они так делали, как оно это все происходило. Ну, мы-то херней маяться, я думаю, не будем. На каждой земле есть свои, так скажем, наместники. На Кавказе кавказцы, на Урале мы. Вот так как бы мои слова, которые я постоянно говорю, поход должен быть осуществляться со всех земель, прямо на Москву, со всех земель, а не так, что туда пришли, потом оттуда туда пошли, они вот что-то зигзагами ходят там, что-то происходит у них. Почему? Потому что они там долбились, но почему-то они за помощью пришли к туркам, турки нахуй послали, крымские татары тоже нахуй послали, и они попали на Кавказ. И вот с кавказцами они дальше пошли долбить этих узкожопых. На следующий день, 16 февраля 1708 года, был предпринят штурм Кремля 600 кумыков. Вы понимаете, вот даже по нациям можно определять. Чеченцев, ногайцев, башкир и других бросились в атаку. Но городовые сидельцы по них из пушек и из мелкого оружия стреляли и побили многих. И больше того приступов к городу не было. После этого газии стали копать шанцы. Из тех шансов на город стреляли дней с 10. Тем временем мобилизованные астраханскими воеводой Апраксиным, будущим казанским губернатором, силы в количестве 1200 солдат, 3000 калмыков и 650 астраханских юртовских татар подошли к Терской крепости. Где эта Терская крепость, блять, я не могу понять. Наверное, это где-то, блять, Саратов, наверное. Потому что они же на Башкортостан идут, на Казань спасать. Вот где-то оно там, наверное. Ульяновск, Саратов, эм, Саранск, блядь. Вот, или, я не знаю, Мордва. Вот это места, блядь. 26 февраля 1708 года подоспевшая подмога и осажденные одновременно ударили с двух сторон. Первые ударили газием в тыл,
а Терский гарнизон совершил вылазку, во время которой был убит Брагунский бей. А Мурат Султан был ранен, нихуя себе, и взят в плен, блядь. Из Терской крепости его переправили в Астрахань, а затем в Казань, где он после жестоких пыток подвергся мучительной казни, был повешен за ребро. О, понимаете, блядь, нахуй, как они издевались уже в те времена, блядь. Маньячелы конкретно эти узкожопые. Получается, они проиграли, потому что на них дохуя пошло людей. Давайте примечание почитаем. Что за хрень это? Окочаны, ококи или окоицкие люди – это вайнахский род, вайнахи, которые некоторые исследователи отождествляют с предками чеченцев акинцев. Чеченцы-акинцы были, оказывается, это, понимаете? Это, так скажем, не знаю, их есть вообще сейчас или нет. Чуть-чуть, наверное, осталось. Это где-то вот как раз-таки, вроде бы они остались на территории Дагестана. Некоторые окочаны несли военную службу в Терской городке и имени рядом с ним Окотскую слободу. Гази, третий, араб, воитель, борец за веру, который осуществляет газават, то есть джихад меча. Джихад меча. Угу. Газават. Не надо газоват. Говорят же, блядь, таджики. Газоват не надо. Так, Андреевская деревня или Андрей-аул – старинное кумыкское селение. Андрей-аул, блядь. Пиздец, эти уёбки везде Андрюша, Иванушка, блядь, поназывали нахуй, блядь, все наши мусульманские деревни, аулы, блядь, какими-то ебанутыми названиями своими, суки. Старинное кумыкское селение Индирей. О, Индирей, понятно. И центр одноименного княжества. Ныне это крупное село в Хасавюртском районе Дагестана. Я же говорю, блин. Вот это вот Дагестан, Хасавюртский район, Дагестан. А это все было кумыкские селения. А еще какая-то часть Дагестана, это вообще Чечня, если на то пойдет уж. Пятое. Аксай. Блядь, пишут. Аксай. Исчезнувшее старинное кумыкское село. Кумыкское Аксай. И центр одноименного княжества, являющийся владением Аксайского Улубия. Территория, на котором располагалось село, ныне входит в зону застройки село Тухчар-Навалакского района Дагестана. Ну, это я не знаю. Брагуны. Кумыкские селения и центр одноименного княжества. Ныне это село на территории Гудермесского района Чеченской Республики. Видите, как перемешано. Где, кто, чё? Да там у них тоже, блядь, сыр-бор, эти узкожопые понаотдавали друг другу, чтобы у них война была. Вот как у нас, блядь, с Казахстаном. Наши какие-то земли, как мы поняли, поэтому Кустанайская область, еще какая-то область, это все башкирские земли были, оказывается. Понимаете? Так, идем дальше. Султан был ранен и взят в плен, да? Из Терской крепости его переправили в Астрахань, а затем в Казань, где он после жестоких пыток подвергся мучительной казни, был повешен за ребро. Очень печально. Сейчас я вот это